может быть, не все действительно знают историю вопроса. Общество, возглавляемое Пулатом Ерчем, значит, оно перестало быть прозрачным. Оно перестало быть прозрачным с точки зрения того, что мы не знали, в каких программах он участвует, от каких программ имеет бюджетные средства, как он их расходует. Любые наши вопросы по поводу того, что, пожалуйста, осветите нас. Опять же, закон нас обязывает ежегодно представлять отчет обществу относительно того, что мы сделали, в том числе, какие средства получили, как их израсходовали. Соответственно, общество Джамала превратилось в общество кулуарное, сугубо свое, так сказать, да? Он стал делить на своих и чужих. Соответственно, нас просто не допустили до собрания, отчетно-выборное, да? В марте, по-моему, прошлого года было это собрание, Дом национальности. То есть мы оказались не своими. Естественно, было обидно, что каждый из нас уважает другого и себя лично, да, прийти, бросить свои домашние дела, там, да, проявить свои гражданские права нам не дали. Мы пришли, и дальше входа в учреждение Дома национальности нас не пустили. Соответственно, конфронтация заключается в том, что человек не уважает интересы всех казахов, проживающих в городе Москве. Общество перестало быть прозрачным, перестало отчитываться перед членами. Много вопросов, вокруг этого общества, касающихся, значит, того, имел он помещение или нет, сдавал он в аренду и так далее, и так далее. То есть ему надо было просто собрать перед людьми, да, вот народный сход, как говорится, да, общее собрание, собрать и сказать: уважаемые, у меня такие-то доходы, у меня помещения нет или есть, скажем, я его сдаю в аренду или не сдаю и так далее, и так далее. То есть на этом все рос фон, который вырос в то, что мы решили, так сказать, занять вот это вот сейчас пока пустующее, так сказать, место. Вот ответ на ваш вопрос. Следующий. Как вас представить? Нет, зафиксировано. Вообще-то все, но только единственный вопрос, это вот получается вот то общество или не общество, или секты, что ли, его можно назвать, так? Нет. Вот, о котором вы говорите, которые не пустили. Это я тоже приходил, где-то нас от ворот в ворот, Да, вы же были. А вас тоже не пустили, мы с вами стояли, помните? Возможно, да. Нет, я помню момент, что не пустили. Я не стал нас с вами не пустили. внедряться в это дело, ушел и все. Я просто хочу о чем сказать. Извините, пожалуйста, меня все-таки до конца интересует. бір ғана түсіндіріп болу үшін бір ғана не айтып сізге берейін. Өйткені оның барлығы кейін өзі біліп жатасыз, анда-санда болған. Жамалов мына біздің қоғамдық ұйымды өзінің жеке меншігіне айландырды. Оған біз келіспегеннен кейін біздің бәрімізді жолатпай, бір 10 шақты адам жинап алады, ішінде жалғыз Бекмаханова бар, баласыменен басқа ешкім қатыспайды. Соларға бір анау оның бұдан 20 жыл бұрын ұйымдастырған фонд казахская диаспора дегені бар. Әне күні айтпақшы бірінші рет біздің шымкенттіктер келгенде, ол шақырмай қайраттар жібермесе де өгіп желшінің несіне барды. Сонда бірінші рет мен ол ненің мынаны фонд бар, ал мына национальный автономия жоқ екенін сонда айтты. Я представляю здесь фонд казахская диаспора деп елшіге айтты. Ана не туралы, я председатель национальный автономия деген сөз болған жоқ. Сондықтан да мына жаңа не. Сондықтан да біз сол мына фондты құрғанымызға 20 жыл болды. Ол фондтың өзі, мысалы, Бауыржан Момышына ескерткішін нетем деп интернетке беріп қанша ақша жинағаны белгісіз. Уже 24 жыл ол мына біздің қоғамдық жұмысты өзінің бизнесіне айландырды. Вот. Давайте не будем обсуждать Джамала. Я не с точки зрения обсуждения, я где-то оказался не в курсе дела. Извините, я задал вопрос, мне довольно-таки, значит, подробно. На ваш вопрос ответили? Да, давайте мы вот этот вопрос уже закроем. Мы сегодня собрались, поэтому не будем... Не существует ничего, кроме нашего собрания. И все эти вопросы мы вынесем за пределы нашего собрания уже, да, после. Сейчас вот краткую информацию, четкую абсолютно Жанна дала. Ну, еще я бы хотела сказать о том, что поскольку сегодня у нас, конечно, будут какие-то разные кандидатуры, может быть, на 1, 2, 3, так сказать, это ваше право голоса, так сказать, да.
Я бы хотела сразу, перед тем, как каждый из кандидатов, присутствует он или нет, чтобы на себя, так сказать, примерить этот груз, да, который собирается взять, предупредить о том, что денежных средств, о которых очень много ходит разговоров, которые якобы лежат на блюдечке, приблизившись к этому креслу председателя национальной культурной автономии, нет. Выход только один. Это участие в государственных программах, значит, конкурсах. Это титанический труд с документами. Более того, участие в программах платное, то есть общественная организация, так же, как и все другие, для того, чтобы убедить в том, что они в состоянии участвовать в этом конкурсе или в тендере и так далее, выставляет на кон определенную сумму денег. Раз, то есть это человек, который соглашается на это, должен быть уверен в том, что он способен это все организовать. Раз. Во-вторых, что у него есть команда, которая будет ему помогать, потому что один человек это не важно. Значит, это как бы... Как информацию. Да, как информацию. Следующий вопрос – это как часто мы будем собираться. Общее собрание может собираться 1 раз в год, может собираться 2 раза в год, может 3 раза в год собираться. То есть минимальное – это 1 раз в год. Один раз достаточно. Один раз достаточно. Я думаю, 2 раза лучше. Да. 2 раза в год общее собрание. При условиях московской жизни, пока наш опыт есть, действительно 2 раза это норма, потому что летние 3 месяца Давайте и так 2 раза в отпадают. год. Но имейте в виду, Весной и осенью. что по требованию членов общества может быть собрано внеочередное собрание. То есть не обязательно это вот ждать какого-то срока. Да? Весной и осенью хорошо. Теперь, к У исключению... меня еще один вопрос у меня по учреждению Нет, организации. давайте вопросы подождите. Нет, как раз Нет. по теме, по теме. Назад. Да. Вот сейчас поступило предложение вот, собрания, общего собрания, да, в нашей там, культурной автономии создаваемого, проводить 2 раза в год. Все за, проголосуйте? Да. Все за, да, против нет, все. Так, И по Гульмай. требованию членов общества мы можем собрать внеочередное. Все за? За. Значит, нас добавилось еще 2 Да, человека, вопрос. они тут совершенно точно с регистрацией. Это Гульмай и Айшат, да? 32 пишем. Айшат? Айшат, как фамилия? Скажи, а? Да, Ормас. Нет, по собранию. Жанна Харна, как юристу вопрос. Да, вот сегодня нету, кроме наших года, нету представителей власти. Из МДН, из департамента межрегиональных, как это называется, отношений. Нету представителей власти. Или САО, ВАВА. Где мы тут будем регистрироваться? Должны присутствовать. Не обязательно? По закону нет. Значит, смотрите, Да, пусть пояснит. Потому что согласно закону об общественных объединениях, у нас сейчас сегодня вопрос основной решается о учреждении общества. Органы государственной власти не имеют права участвовать, не то что не участвовать, быть учредителями общества и так далее. У нас общество не создано, как кого будет. Ну все. Да, есть. Так, итого, значит, 32 человека участвуют. Общее собрание решили, да, 2 раза в год. Да. Единогласно голосовали. И внеочередное. Следующий вопрос, касающийся положения устава. Ну, устав мною отработан. Более того, я согласовала с сотрудниками управления юстиции. Еще, правда, он требует доработки. Обещал на этой неделе подъехать и как бы основные положения, чтобы было проверено ими. Так? Теперь, что касается, как становиться членом. У нас есть вариант какой? По Положение устава. По положению устава. Устав состоит из 7 глав. Да. Мы не можем голосовать, не зная за что. И мы составили свой устав согласно положению правительства, которое есть на сайте. Я его приносила 2,5 года назад. Кандидата, думается, есть есть устав, ну, помимо программы еще устав, и
каждый кандидат, я думаю, консультировался с юристами, ну, наши Мы готовились, тоже, да. потому что есть закон, действительно, которому должен соответствовать устав, и есть еще предлагается типовой устав для общественных организаций национального типа, который вот тоже можно задействовать, чтобы не было никаких дальнейших проблем. Думаю, кандидаты уже с этим ознакомлены. Асель, значит, дело в том, что я не претендую на то, чтобы прошел устав. Основные положения устава, которые затрагивают наши права, неужели мы будем сейчас разногласия по поводу, например, вот, региональной автономии имеет право принимать участие в государственных программах, конкурсах, проводимых среди национальных культурных автономий, обращаться в органы законодательной власти. Эти положения мы же их спорить не будем, правильно? Так, давайте найдем в уставе касающиеся. Я предлагаю за основу взять этот устав. Нет, ну давайте основные положения обсудим. Членами вы все поняли, да? Это уже согласно закону. Могут быть граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в городе Москве, а также общественные объединения, поскольку у нас две местные создано, местные автономии могут быть членами этой региональной автономии. Теперь, решение о принятии членов принимается Советом. Для этого общего собрания не надо, так сказать, собирать, правильно, да? Правильно. Совет постоянно действующий орган. В этом вопросе нет у вас никаких вопросов. Дальше. Согласно прием члена оформляется выписка из протокола Совета, заседания Совета, и квитанция об уплате вступительного взноса. Значит, по поводу вступительного взноса. Ну, я предлагаю на голосование, я считаю, что он должен быть. Мы потом, может быть, будучи советом, соберемся и установим этот вступительный взнос. Естественно, он будет посильным, но как же так? У нас на сегодняшний момент нет никаких денежных ресурсов и финансовых средств, которыми мы на начальном этапе могли располагать. Ну, хотя бы для дисциплины, скажем так, рублей 100 вступительный взнос должен быть, правильно, да? Так что это положение оставляем. Следующее. Организационная структура. Давайте определимся. Исключительная компетенция общего собрания. Насколько мне помнится, в обществе Джамалова вопрос о назначении председателя принимается Советом. Да. Я здесь в уставе определила, ну, опять же, на ваше голосование, что принимается общим собранием. Так что, как вы считаете, общее собрание? Общее собрание. Так. Постоянно действующий руководящий орган Совет и председатель. Из каких членов будет состоять Совет? Ограничений нет. Скажем, конечно, все мы не можем войти в Совет, но... Больше. Пусть все сидящие здесь пойдут. Ну, надо из тех, кто будет... Нечетное количество только надо делать. Нет, это я не без всякой шутки. А в директе нету, да, здесь очень душно, нету кондиционера. Есть, сказали. Не включайте. Не включайте. Нет, это уже нет.